Добрый день. Здравствуйте, Добрый да. день, Сергей. Мгм. Я хотела бы представиться сначала. Меня зовут Саргалана Кондакова, я представитель фонда «Свободная Якутия». Да. Благодарю вас за участие, да, в сегодняшнем, то, что вы согласились принять участие в нашем эфире. И наш гость сегодня Сергей Кривенко, директор правозащитной группы «Гражданин. Армия. Право». Это российская неправительственная организация. Спасибо, Сергей. Мгм. А, Вы можете немножко рассказать о деятельности вашей организации? Э, Ну, наша организация создана уже давно. Э, Формально мы создались в 2010 году, именно вот эту организацию, но до этого как бы вели деятельность еще в других формах. Была сетевая организация, работали в других организациях. То есть это фактически я с коллегами занимаюсь уже вот защитой прав призывников, военнослужащих и альтернативных случаев уже почти больше 20 лет. Сначала, с 2000-х годов. И как бы эта активность началась тогда, когда в России рассматривался закон об альтернативной гражданской службе, и мы приняли решение как бы способствовать принятию нормального закона, хотели сделать своими действиями так, чтобы закон был как можно больше демократический и справедливый. Что-то удалось, что-то не удалось. И с тех пор вот поддерживаем организацию нормальной и хорошей альтернативной гражданской службы в России и параллельно занимаемся защитой прав призывников и военнослужащих. Вот. В связи с в этом году уже в связи с началом всей этой войны, агрессии России против Украины, мы сосредоточились на поддержке такой сознательного отказа тех, кто сознательно отказывается от военной службы, и поддерживаем таких граждан в том как призывников, так и военнослужащих, так и мобилизованных. Мгм. Вот. Спасибо, да, тема очень актуальная для нас, интересная. Сегодняшняя тема, которую мы обозначили для себя, мы ее назвали «Способы самозащиты, да, при мобилизации». Тема актуальная, но сложная в то же время. Вот первый мой вопрос, наверное, связан, опять-таки, с тем, что волнует сейчас население. Будет ли вторая волна мобилизации, или это продолжение мобилизации, будет полная, частичная? Вот как это, вот ваш прогноз, Мгм. чего нам ожидать? Первое, что хотелось бы донести, что мобилизация объявлена 21 сентября. И это никакая не частичная, просто объявлена мобилизация. В указе президента от 21 сентября, которым он объявил эту мобилизацию, нет никаких сроков, на которые призываются мобилизованные, нет никаких цифр, то есть сколько надо призвать, нет никаких категорий, то есть кого именно надо призвать. Значит, он просто объявил мобилизацию. То, что ее называют власти России частичное, это некое лукавство, чтобы успокоить народ, что вот мы сейчас частично кого-то призовем, и все на этом успокоится. Можно говорить о том, что прошла первая волна мобилизации в сентябре-октябре, и если внимательно читать слова Шойгу, он отчитался как раз не о завершении мобилизации, а о завершении мероприятий, которые проводило Министерство обороны по мобилизации. То есть фактически в переводе на нормальный язык, то, что мы называем первой волной. Министерство обороны не может постоянно мобилизовывать граждан в таком количестве, потому что Министерство обороны не бездонное. У него есть все-таки штатная численность. В соответствии с этой штатной численностью Министерству обороны выделяются из бюджета соответствующие средства на то, чтобы кормить, одевать, вооружать военнослужащих. И поэтому очень много всех призывать, это совершенно отдельное состояние.
Надеюсь, до этого не дойдет. Но вот пока происходит то, что Министерство обороны должно призвать какое-то количество. Вот это количество, то, которое им было необходимо, они призвали в сентябре-октябре. Я хочу напомнить, есть очень хороший маркер, который вот сейчас, как мы видим, позволяет увидеть, будет ли следующая волна мобилизации. То есть в августе за примерно немножко меньше, чем за месяц, вдруг появился указ Путина о том, что штатная численность Минобороны доводится до 1 миллиона 100 тысяч с чем-то военнослужащих. До этого был ровно 1 миллион. Но многие эксперты говорили о том, что в Министерстве обороны не было 1 миллиона, оно просто в реальности оно было меньше. Количество военнослужащих имело столько-то, там, чуть меньше 300 тысяч призывников, это мы знаем, потому что цифры призыва, они открыто объявляются, примерно 400-500 или, может быть, там в последнее время 600 тысяч, чуть меньше контрактников, причем это два количества тоже взаимосвязаны, потому что многие призывники заключали контракты, и они переходили в эту категорию, и там соответствующее количество офицеров, 200, 250, 300 тысяч, там тоже в зависимости от разных. Ну, то есть плюс потери в войне к августу тоже многие эксперты оценивают, если считать и убитыми, и ранеными, и пропавшими без вести, и находящимися в плену, там достигали 80 или некоторые даже называют 100 тысяч человек, включая общие потери. То есть я хочу сказать, что к концу августа так сказать, можно говорить о том, что в Министерстве обороны было около 800 тысяч военнослужащих, вот, так сказать, численный состав такой. И как раз 1100 было в указе президента, и вот именно на эти 300 тысяч и была проведена первая волна мобилизации. Будет ли вторая волна? Это действительно очень важный вопрос. Гадать тут не хочется. Это, конечно, все зависит от положения дел на фронте. Если власти России запланируют какое-то очень большое наступление вот сейчас зимой, и тех, кто был мобилизован в сентябре-октябре, так сказать, направят на это наступление, то через несколько месяцев им потребуется восполнение этого ресурса, и поэтому тогда нужно ожидать, что вот сейчас в январе-феврале начнется вторая волна мобилизации. Но до этого должен выйти соответствующий еще указ президента с увеличением штатной численности, о чем сказал в конце декабря Шойгу, что он просит увеличить количество военнослужащих до 1,5 миллиона, то есть как раз еще на 300-400 тысяч человек. Но это увеличение происходит не словами Шойгу, а увеличение происходит указами президента. Пока, насколько известно, такой указ не появился. И пока вроде бы, там, тоже по осторожным слухам, Россия не станет сейчас проводить большое массированное наступление зимой. Может, будет, то есть, они так это все скрывают. Но вот сочетание этих факторов, то есть мобилизованные нужны не просто так, а мобилизованные нужны для войны. Да. В обороне такое количество не нужно, поэтому это только для наступления. То есть вот если сейчас начнется в январе-феврале такое большое наступление, и если появится указ президента об увеличении штатной численности, то тогда прям буквально в следующие дни можно ожидать объявления о второй волне мобилизации или начала ее. Или, может быть, ее даже не надо объявлять. Так как указ уже объявлен, то Министерство обороны просто может рассылать повестки, может заранее сейчас разослать повестки и выдать на какую-то дату всем явиться. Поэтому она может начаться вот так вот скрытым образом, без объявления в прессе или волне. Но пока, насколько известно, таких массовых раздачи повесток не происходит. И поэтому она вполне вероятна, но в ближайшие, так сказать, дни и недели вряд ли сейчас это произойдет. Спасибо большое. Это очень важная информация. То есть у нас теперь есть некая картина, вернее, ориентир, так скажем, да, на который мы будем
видимо, который нам следует ожидать после вот этого указа президента, следует ожидать эту следующую волну, да, вторую волну. Ну вот насчет, так как я представляю Республику Саха-Якутия, и мы все знаем, что после 21 сентября шла такая непропорциональная, да, скажем так, мобилизация в национальных регионах на душу населения. Вот с чем это связано? Как вот вы думаете, почему из регионов, почему Дальний Восток, почему мобилизация началась именно вот с Востока, скажем так, а не с центральных, там, допустим, не с Московской области? Ну, началась она, так сказать, сразу по всей стране, на самом деле, официально, да, официально. Но мы понимаем, что как и при призыве, так и при обычном призыве на срочную службу, так и при призыве по мобилизации военкомату были донесены плановые цифры. То есть, значит, как происходит мобилизация? Вот Шойгу принимает решение, ну, то есть Путин принимает решение о начале мобилизации. Мобилизация проводится через военкоматы. Это структурные подразделения Министерства обороны. То есть Шойгу дает указание начать мобилизацию. Но сколько, кого и как? И в недрах Министерства обороны они составляют план, что одному региону, значит, призвать 6 тысяч, другому 10 тысяч, третьему 40 тысяч. И вот как раз основные вопросы связаны с тем, как составлялся этот план, да? Почему в Москве, все-таки огромном мегаполисе, там 15-20 миллионов, сколько сейчас там населения, в конце концов план урезали чуть ли не до 6 тысяч, это вообще, так сказать, очень маленькие доли процентов, а так сказать, небольшим регионам, где по численности небольшим регионам в Сибири планы стали задирать большие. Я это связываю с такой протестной активностью. Там, где они ожидали появления хоть какой-то активности, они постарались снизить эти планы. Там, где это не ожидалось, значит, они увеличили, ну или дали какие-то там соизмеримые численности населения планы, и это был большой процент для регионов. Потому что, и даже это было не жесткое решение, как мы видим, планы корректировались. Можно говорить о том, что вот мобилизация действительно провалилась в двух регионах, в Москве и в Дагестане. В Москве люди не протестовали так сильно, но протестовали ногами. Люди стали прятаться, не приходить на военкоматы по мобилизации. Так что в Москве даже начались облавы, захваты, так сказать, на улицах, на работе, в метро. Пошли в начале октября, прям буквально после объявления мобилизации. И вот продолжалось где-то 2 недели. Очень такие жесткие действия властей, которые вызвали недовольство. И я не могу точно говорить, потому что цифры по мобилизации это секретные, они не были открытыми в каждом регионе. И общее, кстати говоря, число, то есть мы не знаем, это все слова Шойгу, призвали 300 тысяч или 400. Издание, по-моему, Верска, да, пыталось оценить через данные ЗАГСов, по их подсчетам выходило чуть не 500 тысяч призвали. То есть никакого независимого контроля над словами Шойгу сейчас нету, ни парламентского, ни гражданского, поэтому у нас есть только эта информация, что он сказал. Но и точно так же и в регионах некоторые представители властей регионов говорили о каких-то цифрах, можем им верить на слово, нет. И звучали цифры, что сначала в Москве 16 тысяч дали квоту на мобилизацию, потом из-за того, что не могли выполнить эту, сократили до 9, а потом вообще до 6 тысяч. А потом Собянину резко пришлось прервать вообще это все. 17 октября он резко сказал, все, мы выполнили, все, успокойтесь. То есть можно говорить о том, что вот эти действия по облавам, по захватам молодых, не только молодых, а вообще мобилизованных, они очень неоднозначно, скажем так, были восприняты в Москве. И
наверное, власти тоже за этим следят, какие-то настроения начались, что вот они так резко это все оборвали. В Дагестане были протесты, на улицы выходили, и поэтому там тоже снизили количество мобилизованных, и фактически вот это не прошло. Ну, в Чечне там особая история. Кадыров заявил, что там всех уже, кого надо, мобилизовали. Вот. А в тех регионах, где мобилизация шла без таких эксцессов, ну вот они увеличивали. И поэтому тут трудно сказать, как они выбирали. Там, у меня нет этих цифр, не количество. Ну, то есть на Росстате можно посмотреть количество людей в каждом регионе, количество мужчин, но, наверное, как-то вот исходя из этого пытались выбирать. Но были сообщения, что в сибирских селах, деревнях почти там всех мужчин пытались мобилизовывать. Да. То есть я не вижу сейчас, последнее, что не вижу какой-то специальной такой национальной дискриминации. Это просто вот Минобороны пытается выполнить план по мобилизации и призывает больше там, где меньше протестной активности. Ну, мы судим, вот я конкретно сужу по нашей республике, и у нас в республике началась мобилизация именно с отдаленных районов, из сел, где даже нет интернета. То есть буквально вот мужчин забирали оленеводов на вертолетах, вылетали, забирали мужчин одним днем. То есть вот начиналось не с центральной, то есть не со столицы нашей республики, не с Якутска, не с города Якутска. То есть начали сначала районы, значит, вычищать, там 300 человек, допустим, село, забирали там буквально там 30-40 мужчин активного возраста, да, активных. Да, и потом уже под конец они пришли в город Якутск, так как Якутск – это столица, и, соответственно, здесь население больше. Но как раз и Якутск протест свой высказал, у нас был митинг, да, женский. И после этого, конечно, мобилизация, она чуть спала, после того, как 500 с лишним женщин вышли на наш протест. Поэтому тут вот мы судим по нашему региону, как это происходило. А вот есть некое подозрение, что правительство, да, Российской Федерации в лице нашего президента, у них у самих сейчас, они находятся в некотором замешательстве. Вот есть такое подозрение, что у них нет плана, что дальше делать. Либо они вроде как готовят сейчас срочников, вот эту брешь, как бы, да, готовятся закрыть вот на фронте с помощью срочников. Вот как вот что? Есть ли у них план вообще? Вот как ориентироваться? Да. Ну, вы совершенно правы. Какая-то растерянность в действиях российских властей сейчас видна. То есть эта война на самом деле непопулярна в российском обществе. Я хочу напомнить, что год назад как раз проводились опросы еще до войны, в январе 2022 года, и Левада, и другие опросы. И там задавались, тогда же, помните, нагнеталась обстановка, истерия эта вся, что и все как бы ожидали каких-то событий, но никто не мог подумать, что такая агрессия начнется непосредственная. И тогда по этим опросам более 85% заявляли, что они не хотят войны с Украиной. Та поддержка, якобы это поддержка войны, которую люди в России демонстрируют сейчас, она связана вот именно не с войной как таковой, не с Украиной как таковой, а с тем, что в России просто поддержали власть. Тут много здесь можно, это отдельный вопрос, можно много чему объяснять. И там и советский опыт, так сказать, проявился, когда тоталитарную власть стали поддерживать, и практик других сопротивлений особо не было и так далее. Но это надо четко понимать, что россияне поддерживают не войну как таковую, а россияне поддерживают российскую власть, которая ведет войну. Это не снимает, конечно, ответственности с россиян за поддержку войны, которая сейчас происходит, но вот она идет такая немножко опосредованная. Это вот как бы то, что я могу сказать, изучая социологические вот сейчас данные, исследования и так далее. Поэтому война, можно сказать, непопулярна, и война не основана на желании народа. Поэтому, конечно, власть, отвечая на ваш вопрос, власть вынуждена прибегать к каким-то очень осторожно действовать.
по крайней мере, мы видим, что они сначала сделали ставку на просто вооруженные силы. Вот давайте воспринимать эту войну, сказала власть народу, как просто специальную военную операцию, ну, что-то вроде наподобие Сирии. Вы живите своей жизнью, все нормально, в России ничего не происходит, а вооруженные силы разберутся с фашистами, нацистами, там, с милитаристами, ну, в общем, со всем, с кем надо, с врагами России разберутся. И попытались вот эти фактически весна и лето, это были попытки вербовки контрактников просто. Потом начались дикие потери, украинцы стали сопротивляться, победоносной войны не получилось, блицкрига такого не получилось, и пошли потери. Они эти потери стали пытаться восполнить через вербовку на контракт. Помним, весной и летом активнейшая вербовка на контракт. Всем предлагают за деньги идти воевать и так далее. И надо отдать должное, эта вербовка провалилась. То количество, которое им необходимо, они набрать не смогли. Провалились эти национальные батальоны, которые губернаторы стали формировать вместе с обороной. Там сотни то есть, пошли. Это, конечно, не то, что ожидала власть, наверное. Вот. И, кстати говоря, Шойгу тоже обмолвился сейчас, когда из 300 тысяч мобилизованных, если мы верим этой цифре, 15 тысяч, по-моему, 15 он назвал, пошли добровольно. То есть вот это как раз и показывает поддержку людей, то есть сколько таких активных, поддерживающих войну есть в стране. Поэтому они провалили вербовку на контракт, и именно поэтому и вынуждены были объявить мобилизацию. Мобилизация, мы видим сейчас, эту первую волну народ все-таки переварил, проглотил, хотя с эксцессами, но как это будет происходить дальше, тоже большой вопрос. Мы видим огромное количество обращений родственников, жен, матерей, и об условиях содержания мобилизованных. То есть вскрывается вранье государства, когда всем людям говорили, что не волнуйтесь, мобилизация – это типа военных сборов, как раньше. Призовут на некоторое время, непонятно на какое, правда, но на некоторое время там люди побегают и вернутся потом к вам. Это не происходит. Они не бегают, они ни на каких там задних линиях, вторых, третьих, пятых, десятых, охраняют что-то, а их сразу посылают на передовую в бой. То есть фактически необученных, неподготовленных, не готовых людей сразу посылают на передовую, а украинцы воюют за свою родину, и они жестко воюют. Поэтому как пройдет вторая волна, это для власти вопрос. И поэтому то, что вот сейчас не выходит указ президента о 1500 штатников, это тоже, наверное, вопрос. Поэтому вы совершенно правы. Наверное, можно ожидать, что власть сейчас подумывает о том, что увеличить количество призывников в нынешнем, в следующем весеннем призыве. И призывников у нас можно, военнослужащих по призыву можно направлять на участие в войну. Законы этого не мешают. В законе есть только единственное ограничение, что после 4 месяцев обучения и получения военно-учетной специальности, но призывников заставляют и уговаривают, или, очень уговаривают заключить контракт сразу, как только они заключают после призыва, как только они заключают контракт, они становятся военнослужащими, и их можно прям тут же направить на участие в войне. То есть, может быть, и не будет действительно в ближайшем времени, второй волны мобилизации, а они попытаются восполнить потери через срочников, через срочную службу. Спасибо. Если мы заговорили о срочниках, очень много мы получаем сообщений от родителей, от матерей, как сделать так, чтобы мой сын не подписал контракт. То есть ему там условно 20 лет, 18 лет, это совершенно молодой парень, на которого оказывается психологическое давление, возможно, физическое, какое-то насилие там идет. Вот что сделать, что передать, как донести до человека, что он должен делать, чтобы не подписать контракт и не отправиться на фронт? Но, к сожалению, это очень-очень сложно.
И очень маловероятно именно потому, что это молодые ребята. Это еще не устоявшаяся психика, их можно уговорить, они, так сказать, в них еще, они еще незрелые Да. психологические люди, которые могут сопротивляться, особенно взрослым. Все их, так сказать, обучение, они только что закончили школу, может быть, какие-то в институте, но их везде учили слушаться старших, Да. и в семье, и там, и как бы они слушаются. А командиры для них это старшие, они верят им. К Да. сожалению, верят, даже когда те обманывают, там, называют, что ты сейчас подпиши на несколько месяцев, а потом, значит, мы тебя уволим, когда срок срочной службы закончится. Все забывают о том, что в указе президента стоит отдельным пунктом, тем, который объявлялась мобилизация, там еще отдельный пункт, что все увольнения военнослужащих сейчас запрещены, кроме нескольких случаев, там, здоровья, Да. тюрьмы. То есть И их смерти. есть. Как только ты подписываешь контракт, все, ты до окончания войны будешь, значит, пока президент не решит, будешь будешь на военной службе. Поэтому никаким образом, очень трудно уговорить. То есть как-то поддержать ребят, тем более у них раньше они хоть на постоянной связи могли быть с телефонами, с родителями, а сейчас отбирают, и очень трудно связаться. И человек остается один в воинском коллективе. Тут помимо того, что командиры как бы давят, тут еще сам коллектив. Белой вороной никому не хочется быть. Да. То есть это очень сложно. Поэтому для призывников существует совсем другой путь, альтернативная гражданская служба. Давайте об этом поговорим. Да. То есть, да. Простите, я вас перебила. Вот мы сейчас поговорим про АГС, альтернативная гражданская служба, но до этого вот я задам такой вопрос об уклонистах. Вот если человек не хочет ехать в армию, и он уклоняется, мы такие сообщения тоже постоянно получаем, вот, что ему рекомендовать? Уклоняться дальше, потому что, но за это может быть, да, уголовная ответственность, он должен это понимать, осознавать, брать на себя риски, либо мы направляем его писать заявление на АГС, хотя в нашей республике мы не знаем, вот честно, случаев, когда человек действительно по АГС ушел на гражданскую службу. То есть у нас это как-то в России как-то, вернее, в других регионах как-то с этим, видимо, получше. У нас как бы или люди не пишут, но мы постоянно об этом говорим, про АГС. Комментируйте, пожалуйста. Но тут важно еще различать и не путаться призыв по мобилизации и призыв на срочную службу. Мы сейчас говорим о призыве на срочную службу, то есть для молодых людей, пока возраст до 27 лет, хотят поднять до 30, но значит, только для них. Им мобилизация не грозит, потому что они еще не в запасе, но им грозит срочная служба. Поэтому, да, действительно, какие пути могут быть? Ему приходит повестка, идти в военкомат, не идти. И здесь, как в старых сказках, 3 дороги. Либо идти на военную службу и служить этот год, стараться не подписывать контракт, но с огромным риском отправления на войну, потому что сейчас будут, наверное, срочников отправлять на войну. Второй путь – это подать и требовать альтернативной гражданской службы. Мы сейчас об этом поговорим подробнее, как это сделать. Это вполне возможно и вполне реально. И третий путь – уклоняться. За уклонение есть уголовная ответственность, за уклонение от призыва на военную службу срочную до 3 лет лишения свободы или штраф. До войны обычно давали штрафы, сейчас могут уже начать давать и, так сказать, реальные сроки. Но вот 3 таких дороги для молодого человека существуют. Важно понимать, что есть еще такое, 4-й эфемерный путь, это, не эфемерный, 4-й путь – это состояние здоровья. И вот так сказать, не то что больных, а негодных к военной службе не призывают на военную службу, и также не призывают на альтернативную службу. И, значит, и, естественно, если он негоден, он не подлежит уголовному наказанию за уклонение. Но здесь возникает сейчас риск,
потому что огромное количество негодных, негодность, как вы знаете, она в военкоматах, когда проверяется степень негодности, она маркируется вот этими 5 буквами А, Б, В, Г, Т. То есть А годен, А, Б, это, так сказать, призывные буквы, А годен, так сказать, хорошо, Б с небольшими ограничениями, а вот В негоден к военной службе в мирное время. То есть при призыве с категории В, это очень большая категория, и при призыве на срочную службу таких не призывают, но при призыве по мобилизации призывают. Поэтому существует огромная опасность, что молодого человека, который не годен к срочнике, если он это состояние зафиксирует в военкомате и выдадут потом военный билет, поставят эту категорию В, и он не поедет по призыву, но будет подлежать потом мобилизации, когда начнется эта вторая волна мобилизации. Ну и Г – это временно негоден, там для лечения дается полгода, и Д – это совсем негоден. И тут важно понимать, что вот это слова «негодность» к военной службе – это совсем не означает инвалидность или какое-то там тяжелое заболевание. То есть такой документ, он называется «Расписание болезней». Это такой перечень заболеваний, с которым не призывают в армию, и в соответствии с которым сверяют состояние здоровья данного призывника и те болезни, которые перечислены в этом документе, и смотрят там, и ставят эту категорию. И вот этот документ, он очень хороший, так сказать, мощный. Он разработан еще в 90-е годы, открыт, так сказать, и негодность к военной службе – это, еще раз повторю, не означает инвалидность. Можно быть спокойно негодным к военной службе с этой категории В и быть совершенно нормальным, жить в гражданке. Смысл здесь в том, что если у тебя есть какое-то заболевание небольшое, на гражданке ты его можешь купировать. Да? Простейший пример – это плоскостопие, там большое, на гражданке ты можешь стельки соответствующие купить и в них ходить, ортопедические. Когда нога устала, ты можешь присесть или вообще не планировать такие долгие походы, там немножко на велосипеде ездить и так далее. То есть живи своей жизнью, но немножко купируй свою активность, исходя из этого заболевания. В армии такого нельзя. Тебе никто не даст стельки носить в сапогах, они потеряются, и никто не даст посидеть, когда все солдаты рядом бегут куда-то, кросс какой-нибудь или на войне. То есть вот это большая разница, и это не надо стесняться проверять свое состояние здоровья. Поэтому 4 таких пути, даже, скажем, лучше говорить 4, проверить при призыве существует. Первое – это проверить свое состояние здоровья, и если ты не годен к военной службе, проверить можно в любых учреждениях здравоохранения, в частных, даже получить диагноз, и потом этот диагноз предъявлять уже в военкомате, когда начнется призыв. Об этом много есть документов, пособий, комитеты солдатских матерей выпускали, это все можно почитать. Второй путь – это призываться на срочную службу с огромным риском отправиться на войну. И третий путь – альтернативная гражданская служба. И четвертый путь – уклоняться, бегать, прятаться с угрозой наказания до 3 лет лишения свободы. При уклонении человек может беспрепятственно покинуть страну? Нет. То есть он может попытаться. Но в законе о въезде-выезде стоит, что если состоялось решение призывной комиссии о призыве, а ты не явился в военкомат и начинаешь бегать, то тебя могут не выпустить. Списки таких тех, кто в отношении кого призывная комиссия приняла решение, это подаются на границу, и там просто не выпускаются такие уже люди. То есть если уклоняться, то это если человек выбирает способ уклонения. В нашей ситуации российское государство уже нельзя рассматривать как такое нормальное правовое государство сейчас. И сейчас в условиях войны это даже не правовой путь, но вполне возможный.
Люди, если будут прятаться от военной службы, уходить, это уже получается самозащита своих прав в каком-то некотором роде, чтобы не попасть на войну. Ну и тогда, если человек выбирает этот путь, то надо это выбирать заранее. Так сказать, уезжать просто из страны и, значит, при выезде из страну до начала призыва, да. При выезде из страну, кстати говоря, люди снимаются с воинского учета, и, значит, пока человек находится за границей, никаких претензий со стороны Минобороны к этим людям быть не может. Но мы обычно не рекомендуем все равно походы в военкомат, то есть в данное время, да, даже сейчас вот призыв закончился 31 декабря, и люди хотят идти там трудоустраиваться куда-то, должны идти в военкомат, или он хочет выехать за границу, и ему снова нужно идти в военкомат. Мы как-то советуем не делать этого, потому что сейчас идет цифровизация, вот базы данных, все это контролируется, делается какой-то учет. Ну, то есть видно, что военкомат все равно так или иначе готовится, да, к каким-то мероприятиям. И мы логически подошли вот к теме АГС, альтернативной гражданской службы. Когда это нужно сделать, заранее ли это нужно, подать ли, или это должен делать доверенное лицо, это должен делать, ну, вернее, оформив доверенность, да, все это можно организовать. Вот как происходит этот процесс? Скажите нам, пожалуйста. Альтернативная гражданская служба в России существует уже 20 лет. И бояться не надо, и она на самом деле показала, что она более-менее нормальная, что она проходит именно в гражданских учреждениях, ни в какие военные учреждения, воинские военные части пока не посылают никого. Вот. Это в гражданских учреждениях. Преимущественно социальная защита – это больницы, и там могут работать санитарами, просто помогать перевозить больных. К процедурам, конечно, там не допускается, это нужно соответствующее медицинское образование иметь, но вот санитар, как помочь перекладыванию больных, перевозить, это очень актуально, это необходимо. Молодые люди, там, те, которые попадают в больницу, они там их рвут с руками, и они там на вес золота, потому что медики в основном у нас женщины, и такие работы там нужны, без всякого гендерного указания. Да, вот. Поэтому служба более-менее нормальная, и бояться ее не надо. Единственный ее минус, что она проходит дольше, чем военная. Если на военную службу призываются на 1 год, на 12 месяцев, то на гражданскую службу призываются на 21 месяц. Но здесь очень важное отличие. На военной службе человек постоянно находится в части все 12 месяцев. И сейчас увольнительные почти не даются. Отпусков из-за того, что 1 год службы, тоже нет. То есть люди находятся в части вот практически целый год. На гражданской службе, на альтернативной гражданской службе люди либо живут дома и ходят в то предприятие, куда его направили, как на работу, 8 часов, работают по трудовому кодексу, то есть это реально 8 часов отработал, а все остальное время твое личное. Ты идешь домой, занимаешься своими делами, можно получать заочное образование, учиться, можно там жить своей жизнью и так далее. Если в твоем городе, где ты живешь, нету таких предприятий, то направляют в другой город или регион, и там обязаны предоставить общежитие. То есть человек живет в обычном гражданском общежитии. Общежитий сейчас по стране очень-очень мало, поэтому стараются направлять в те места проживания. Раньше была почта, очень активный работодатель для АГС. Сейчас она акционируется или уже акционирована, даже не уследил в последнее время. Вот. Могут направить на любой, так сказать, государственный завод, фабрику, которые есть. И, кстати говоря, подбор таких мест происходит тоже очень демократично. Любая государственная организация может подавать заявку в Минтруд о том, что вот оно на следующий год
готовы принять АГСников. У него есть вакантные места. Надо, чтобы просто были вакантные места, где это предприятие могло взять человека, заключает с ним трудовой договор на эти 21 месяц и выплачивает зарплату. Вот и все. То есть подавали заявки в регионах даже театр. Люди проходили службу в театре, рабочими сценами, актерами. В Перми ребята из балетного училища подали на АГС и попали в театр, так сказать, танцевали на сцене, это засчитывалось как альтернативная гражданская служба. То есть любое государственное учреждение федеральной или региональной подчиненности может подать заявку в Роструд, и ее могут внести и туда направлять. Поэтому если в Якутии мало мест, это можно тоже обратиться к государственным организациям, попытаться, так сказать, активизировать их, чтобы они подавали заявки. И если потом молодые люди из Якутии будут подавать на АГС, их направляли уже, не увозили далеко, а отправляли уже для прохождения службы в эти предприятия в самом городе. Плюс отдельно еще существует для малочисленных народностей отдельное, то есть в традиционных сферах обитания, олени пастбища и так далее, там тоже это отдельное. Там уже можно проходить службу даже не в государственных организациях, а в частных совхозах, колхозах, на частных фермах. Не очень в курсе, как там у вас это устроено, но можно это проходить. То есть как раз оленеводы могут быть защищены именно через прохождение альтернативной службы. Если человек подает заявление на АГС, гарантированно ли ему дают разрешение, что только по факту заявления, да, пожалуйста, вы пройдите, вам разрешение, вы можете приступать к гражданской службе. В России такое было бы сказкой. К сожалению, это не совсем так. То есть, да, право на АГС получается через заявление, надо подать заявление в военкомат, в котором надо описать просто свои мотивы, в котором надо заявить о наличии антивоенных убеждений, или любых других убеждений, которые противоречат несению военной службы. В России очень, кстати говоря, эта формулировка, на основании каких убеждений можно получить замену военной службы на гражданскую, она очень хороша, потому что она никак не суживает это понятие. На основании любых убеждений. Это могут быть пацифистские, это могут быть религиозные, это могут быть антимилитаристские. Человек может исповедовать религию, христианство, буддизм, мусульманство и говорить о том, что в той религии, которую я исповедую, есть жесткое основание, чтобы не убить в христианстве. Такая заповедь. И я ее понимаю буквально. Я не хочу никого убивать. На военной службе мне, возможно, это придется делать. На гражданской нет. И поэтому прошу предоставить мне гражданскую службу, потому что у меня есть такие убеждения, я хочу жить в соответствии с заповедью «не убий». Это прекрасное, нормальное обоснование своих убеждений. И соответствующее можно и в буддизме, и в мусульманстве найти такие пока. То есть все это нужно расписать в заявлении, да, свободно? Это не расписать, а заявить. Именно я заявляю о том, что у меня есть антивоенные убеждения, которые противоречат военной службе. И немножко о них написать, потому что в законе об альтернативной гражданской службе написано, что призывник должен на призывной комиссии, предоставляет право призывная комиссия, та, которая направляет на военную службу всех, и она же направляет на альтернативную службу. И в законе написано, что гражданин должен обосновать перед призывной комиссией свои убеждения. Доказать убеждения невозможно. Убеждения – это все-таки мысли, это тот настрой, это тот образ жизни, в соответствии с которым человек живет.
и как бы вот просто доказать, какую-то справку предъявить, это невозможно. И закон этого не требует. Тут не святая инквизиция, когда пытались там доказать, что человек там сатана или ведьма или еще кто-то. По формальным признакам убеждения доказать невозможно. Поэтому он должен заявить и обосновать. А призывная комиссия может ему отказать в этом праве, но на основании только формальных категорий. И эти формальные категории тоже, так сказать, более-менее нормальные. Там, можно говорить о том, что они сводятся к тому, что все-таки в законе установлен срок подачи заявления, отказать могут, если этот срок пропущен, но есть решение Конституционного суда, которое говорит, что призывная комиссия, так как убеждения могут появиться внезапно, и человек пропустил срок, а потом они появились, то призывная комиссия может восстановить этот срок. То есть со ссылкой на это решение Конституционного суда надо, если срок пропущен, надо все равно подавать, не бояться пропуска срока, и просто еще в заявлении еще написать, почему ты этот срок пропустил. Просто потому, что убеждения оформились вот сейчас непосредственно. Подавать, да. И второе, обосновать, вот написать не надо подробно. Не надо писать изложение на 10 страницах. Это один абзац, в котором надо сформулировать. Да, у меня религиозные убеждения, потому что я живу по этим принципам. Или я пацифист. Или я настолько читал очень хорошо Толстого и проникся его идеями о ненасилии, что вот я исповедую идеи Толстого о ненасилии. Или я... вот по политическим сейчас, конечно, жестко просить, потому что могут... Раньше это получалось. Ребята заявляли о том, что вот я оппозиционер, я хожу на митинги, а если меня призовут, кстати, могут призывать же не только в армию, но и в Росгвардию, значит, и я тогда буду вынужден разгонять митинги моих коллег. Для меня это недопустимо. И на этом основании тоже у меня был случай, когда человеку давали в 2014-2015 году, когда, так сказать, эта война гибридная шла в Донбассе, и были очень мощные доказательства использования российских там войск, некоторые люди тоже подавали, что я не хочу призываться в армию, я не хочу воевать с Украиной. Сейчас, конечно, это риск большой получить еще и административку за так сказать, наличие таких убеждений. Поэтому здесь надо, конечно, писать аккуратнее. Но вот любые такие антивоенные убеждения надо описать и подать это заявление. И на этом история еще не кончается, потому что если призывная комиссия отказывает, то можно с ней судиться. И на это время тебя не призовут ни в армию, ни на альтернативную службу не направят. И у нас есть случаи, когда ребята, вот им постоянно отказывают из призыва в призыв. Максимальный, по-моему, у меня 6 призывов, 3 года. 3 года один парень судился, каждый призыв он подавал новое заявление, пишет о том, что вот мне отказали в прошлый раз, но убеждения у меня есть, я заявляю опять об их наличии, они никуда не делись. Они никуда не изменились, и вот прошу рассмотреть мое новое заявление. И по закону военкомат обязан опять это все рассмотреть. Ему опять отказывают, и он опять на следующий подает. И так он уже судился, и в конце концов по суду суд обязал, говорит, то, что он 3 года подает заявление, это как раз является доказательством убеждений, и, значит, обязал военкомат предоставить ему альтернативную гражданскую службу. То есть человек, я хочу резюмировать следующим, что подать на АГС вполне возможно и реально. Получить право на АГС можно, но не автоматом, а прилагая некую настойчивость. И надо быть готовым к этой настойчивости и с неким усилием. Придется преодолевать административные вот эти барьеры, которые военкомат устанавливает, чтобы не пустить людей на АГС. Но их преодолеть можно. Как показывает практика, человек, не желающий идти на военную службу, вполне при призыве может требовать альтернативно, и это работает. Да, здесь нужно, конечно, как бы настойчивость, какую-то проявить, действительно. Надо быть готовым к этому, да.
настроиться на это. Но это действительно в разы проще сделать, чем, допустим, нам пишут, как вернуть мужа из Ой, зоны это боевых да. действий. Это уже здесь уже, я не знаю, кто может помочь. Уже ничего не сделаешь, или и даже из той же учебной части очень сложно, да. Как Поэтому только, мы да, нас... надо вот извините, Да, перебиваю, ничего, ничего. Мгм. надо всем вот, родственникам сейчас понимать, как только человек стал военнослужащим, сейчас в условиях войны, в условиях этого указа Путина о запрете увольнения, вытащить человека из армии, как раньше, это очень трудно. То есть вот надо, у меня прям образ, что люди там попадают и их забивают в колодки, и это как вот, ну, может быть, не рабы, но типа крепостных, и из них все, это вот вытащить, это сейчас очень-очень тяжело. Они какие-то становятся прям вот права человека на них уже не действуют в Мгм. нашей стране сейчас на военнослужащих. Это случайные, очень активные только родственники, очень активными действиями, и при этом, когда звезды сойдутся, получается вернуть этого военнослужащего. А так, значит, огромная активность должна быть до, Да, и принимать да, решения приложить все до усилия. призыва, до призыва. У нас есть один случай, на прошлой неделе привезли, вернее, семья вывезла мужчину из зоны боевых действий на основании решения Мгм. суда о том, что были значит, нарушения при мобилизации. И вот на прошлой неделе вышло решение, и мужчина возвращается из СВО, да, из зоны боевых Мгм. действий. Это, конечно, единичный случай на всю республику, вот единственный, я не знаю, по России кому-то удавалось, но у нас вот такой Ну, случай один есть. Но это не удавалось, но массово, это вы да. совершенно правы, это единичный случай. И тут ключевое тоже, что родственники вывезли. То есть Мгм. даже если у нас есть решения судов, которые отменяют решение призывной комиссии по Мгм. мобилизации и как бы обязаны, но никто ничего не делает. Пока вот надо, вот родственники поехали и вывезли на этом основании. Мгм. Мгм. А сама эта уже машина не работает. Да. А, Теперь у меня вопрос такой возник, да, вернее, он у меня есть. Может ли человек в запасе, да, подавать на АГС при мобилизации, не срочник? Мгм. Но это мы переходим, то есть если Да, мы ситуацию с призывом на срочную службу да, немножко здесь уже все стало более-менее проговорили, понятно. Мгм. значит, переходим к призыву по мобилизации. Призыву при мобилизации ситуация кардинально другая, потому Мгм. что при мобилизации нет соответствующего закона о том, как заменить военную службу по мобилизации на исполнение гражданских обязанностей. Такого закона нет. Но право такое в Конституции есть, потому что в той же статье Конституции, статья 59 пункт 3, Мгм. на которую мы все опираемся, там говорится о том, что любой гражданин Российской Федерации в случае наличия у него антивоенных убеждений имеет право заменить военную службу на альтернативную гражданскую. То Мгм. есть любой гражданин, не только призывник, но и призывник на срочную службу, но и призывник по мобилизации. Поэтому такое право есть, а закона нет. Поэтому здесь тоже мы рекомендуем, несмотря на то, что закона нет, и как бы эта служба не существует, Мгм. реально никуда не направит, потому что эта служба не организована. Законодатели, наши депутаты не удосужились, да, принимая Мгм. закон о мобилизации, одновременно принять закон, как ее заменить. Но, тем не менее, так как конституционное право в России, оно непосредственно действующее, об этом было неоднократное заявление Конституционного суда и так далее, оно должно исполняться вне зависимости от того, существует закон или нет. Мгм. И поэтому при мобилизации точно так же надо подавать заявление на альтернативную службу, что заявлять о своих антивоенных убеждениях, прям писать на бумаге, что там, военкому такого-то района от такого-то гражданина я заявляю о наличии у меня антивоенных убеждений. И чуть-чуть, может быть, опять обосновать их. Я там религиозный человек или я там антимилитарист. Ну, в общем, Мгм. привести какое-то обоснование, чуть-чуть описать, не Мгм. надо подробно, а вот просто очертить.
и сказать, что в соответствии с Конституцией, в соответствии с 59-й статьей Конституции, пункт 3, прошу заменить мне исполнение военной обязанности по военной службе исполнением гражданских обязанностей. И все, и отказываться. Значит, здесь ситуация более сложная, потому что нет процедуры. Процедура должна быть как заменять, да, она должна быть изложена в законе, но закона нет. Поэтому военкоматы обычно не знают, что делать с этими людьми, которые подают такие заявления. Они начинают угрожать, они начинают не принимать это заявление, они начинают обвинять в трусости, в чем угодно, они начинают угрожать уголовным преследованием, хотя никакого уголовного преследования нету. И если человек это выдерживает, и в военкомате ничего не подписывает, ни контракта на военную службу, не отказывается садиться в автобус, отказывается ехать на сборный пункт, говорит, пока вы не рассмотрите мое заявление, никуда не пущу. То есть тогда его оставляют в покое. И таких случаев очень много было в осеннюю мобилизацию. Люди, может быть, оно тоже небольшой процент по сравнению с 300 тысячами, но это не единичные, по крайней мере, случаи, тоже десятки, сотни, по некоторым оценкам и тысячи таких случаев, которые люди подавали заявления, отказываясь от военной службы, и, просили гражданской, их оставляли в покое, их не призывали ни по мобилизации и не направляли на гражданскую, потому что ее нету. Их оставляли в покое, даже есть ответ одного нормального военкома, что мы не можем выполнить ваше решение, пишет он, потому что такой гражданской службы нету, и так как, уважая ваше убеждение, не будем призывать немножко... Они просто отставали от них, да, получается? Отставали, то есть они от отпускали людей. Их. Отпускали, человек остается жить спокойно и не под уголовным преследованием. То есть очень важно понять, что отказываясь от военной службы на гражданке, пока ты еще не стал военнослужащим, это очень важный момент, Очень важный момент. ты остаешься гражданином, и никакого уголовного преследования за отказ от этой военной службы нету. Ты имеешь право, гражданин имеет право отказаться от военной службы на основании своих убеждений. И это право конституционное. Не надо бояться. А если человек уже стал военнослужащим, получил приказ, донесенный в списке личного состава, внесен, то ему отказаться от выполнения приказа сейчас в военное время – это уголовное преследование. То есть сейчас введены, накануне мобилизации 20 сентября изменили эти законы, и раньше этого не было, раньше даже военнослужащий до 20 сентября мог отказаться от участия в войне, и таких случаев тоже были тысячи. За весну, за лето тысячи военнослужащих отказались просто на этом основании участия, и ничего не было. Это не отказ от выполнения приказа, это отказ от участия, от того, что ты просишь разорвать контракт, потому что у меня появились антивоенные убеждения, и я не стал недееспособным военнослужащим. А сейчас появилась уже уголовная ответственность именно за отказ от участия в войне. А если ты находишься уже в зоне боевых действий, то отказ от любого приказа тоже это уголовное преследование. Правда, не такое большое, как в других случаях, до 3 лет лишения свободы, но тем не менее в России 3 года в тюрьме это тоже очень жестко. Но поэтому эта разница, пока человек гражданский, он имеет право отказаться, и ничего за это не бывает. Это надо просто проявить свою волю, возбудить свою совесть, подумать о том, хочу ли я ехать на войну убивать. И все. И как только он попадает в военкомат и направляется на сборный пункт, а потом в часть, то все это возможности очень-очень, теряются. Он уже становится практически бесправный военнослужащий. И из этого следующий вопрос. Если человек уклоняется от мобилизации, то есть он не получает повестку или получает ее, или подписывает, даже если и не является военкомат, есть ли какая-то за это уголовная или административная ответственность? Но так как тоже никто в России до войны не знал,
о мобилизации, никто не думал, что она будет, то депутаты не прописали ответственность за уклонение от мобилизации. То есть уголовной ответственности за уклонение от мобилизации нету. Поэтому просто такой статьи в Уголовном кодексе нету. Поэтому это все пока такие наезды государства, которые как бы побуждение. Идите. Вот получили повестку, и вы обязаны идти. Вот не обязан. Если есть убеждение, не обязан. С военкоматом, конечно, нужно контактировать, вы совершенно правы, сейчас как можно меньше, потому что были случаи, когда людей просто задерживали, хватали и насильно отправляли, сажали в автобусы и отправляли туда уже в части, там насильно придавали им статус военнослужащих, и потом уже очень трудно уйти. Поэтому с военкоматами контактировать надо как можно меньше, и поэтому, да, одна из первых рекомендаций – это не ходить в военкоматы по повесткам, просто не ходить, потому что уголовной ответственности нет. Возможно, теоретически, возможно, только административная ответственность за неявку по повестке, по любым повесткам в военкомат, если в административном кодексе есть такая статья. Если гражданин получает повестку из военкомата, он обязан явиться, а если не является, то штраф до 3000 рублей. И то он может быть, для того, чтобы его взять, этот штраф, наложить, военкомат должен возбудить административное дело, написать несколько листов бумаг, вызвать этого гражданина и, значит, в его присутствии там оформить это административное дело. Это некая процедура, которую военкоматы очень не любят делать. Вот. Ну, то есть можно говорить о том, что фактически наказания за уклонение от мобилизации нету. И это люди сами принимают решение, что он слушается государства и идет непонятно куда, непонятно что, оставляя свою семью и своих детей. А пока изменений в законе нет, и пока ситуация дает ему право, что просто не ходи и все. А если каким-то образом попал, то подавай заявление на альтернативную службу в военкомат. Вот это самые две базовых рекомендации по отношению к мобилизации. Те, кто не хочет, просто не ходить, но заранее приготовить это уже заявление в военкомат, если тебя схватят на улице и затащат, то упираться, подавать, требовать альтернативной службы. То есть альтернативная служба, вернее, вот эта вот бумага, да, заявление, оно является как бы такой палочкой, да, выручалочкой, на которую можно опереться во время вот этого всего процесса, когда человек не очень уверен или не знает, как себя защитить, уже будучи в военкомате, допустим, да? У нас, у россиян отношения с государством очень запутанные и натянутые, да, и поэтому любой окрик государства люди воспринимают как некий приказ, как некая неизбежность и так далее, не как бы давая себе поводов подумать, что я делаю, зачем это нужно, правильно ли я делаю и соответствует ли это закону. Поэтому вот это такой миф об уклонении, что уклонисту быть плохо, уклонистам, значит, они тут же подлежат какому-то ужасному наказанию, это некий миф, который распространяет государство, он как раз может помочь с ним справиться вот этой бумагой заявления на АГС, потому что я не уклоняюсь, я действую по закону, по Конституции, я пытаюсь реализовать свое конституционное право, я не уклоняюсь. Государство вот отстань от меня, потому что я реализую свое конституционное право. Да, это как раз некая такая, даже не палочка-выручалочка, а некий такой стержень, который помогает свою линию поведения выстроить в правильном понимании. И если человек так выстраивает, то у государства нет никаких зацепок. Все-таки сейчас, пока у нас не бандитское государство, такое уж на улицах, я имею в виду, да, не убивают, нет эскадронов смерти, пока соблюдаются еще какие-то приличия, и власть пытается действовать законными и правовыми способами, хотя постоянно их нарушает бесконечно, но вот, поэтому также люди
пока имеют возможность сопротивляться законными способами. И самый большой вывод, наверное, хочется тоже донести из прошедшей мобилизации, из прошедшего призыва, это то, что сопротивление работает. Не надо представлять нашу власть российскую как нечто такое огромное чудовище, которое дотянется до любого. Нет, сопротивление работает, мы это видим по ситуации в Москве, когда там снизили ситуацию в Дагестане, в других местах, о которых мы тоже не знаем. Сопротивление в общем работает. И действительно здесь очень помогает поддержка родственников, когда женщины выходят и показывают, как это было в Дагестане, да, как в других городах, как в Якутске, может быть, показывают свое неприятие, что мужчины, их мужчины, их родственники отправляются на непонятную куда-то войну за границу России, когда на Россию никто не нападает и враг не стоит под Москвой. Ситуация совершенно диаметральная, чем это было в Великую Отечественную войну. Здесь сопротивление работает. Оно работает как и в обществе, оно работает и индивидуально. Индивидуальных кейсов очень-очень много, когда люди просто говорят: нет, на эту войну я не пойду, но я не хочу привлекать к себе внимание, не хочу подвергаться репрессиями, если четко заявлю свою антивоенную позицию. Но, по крайней мере, вот такая позиция спасения себя и не отправка себя на войну – это тоже мощный выход. Неучастие в этом зле, неучастие в этой войне – это работает. И таких кейсов очень-очень много. То есть и не надо этого бояться. Ну вот у нас специфика, да, нашего региона. Опять-таки мы поднимаем вопрос, да, национальных регионов. Как у нас мужчины, да, они, как это получалось так, что они безропотно, да, очень так покорно, здоровый мужчина покорно соглашался вот с этим решением, даже имея вот эту вот антивоенную свою позицию, да, подчиняться вот этим манипулятивным приказам. И, видимо, это, опять-таки, мы ссылаемся на колониальное мышление, да, то есть подчиняться старшему брату, им виднее, скажем так, да, военкомы у нас и представители силовых структур в основном этнически русские, и поэтому, конечно, человек, который иногда не владеет русским языком, он, конечно, теряется, совершенно безропотно, молчаливо отправляется, садится в самолет и улетает на фронт. Вот как донести, я не знаю, может быть, я не по адресу просто обращаюсь, как донести до людей, оказывать вот это сопротивление, что он должен, какие вопросы он должен, вернее, что он должен говорить себе прежде всего, или там задаваться какими-то вопросами, как он должен себя вести, если человек, он совершенно не может там шуметь, качать права, снимать на камеру, скандалить, а мы видим по прошлой мобилизации именно таких людей не отправляли в учебную часть, потому что этот человек может скандалить и в учебной части, и на фронте, и так далее, и их просто отпускали. Вот у нас вот такой случай, какая-то патовая ситуация, когда человек просто, он и не хочет ехать против войны, но и сделать ничего не может. Но это не патовая ситуация, это просто тяжелая ситуация. Это во многих регионах так, не только у вас. Патриархальное такое мышление в России очень-очень действенное и сохраняется. Тут старший брат, а тут, значит, это хозяин, барин, и, значит, я не могу против власти что-то сказать. Поэтому рекомендации, наверное, несколько. То есть впрямую воевать и уходить в подполье там, и какие-то партизанские отряды – это очень сложно. Это и в наших условиях это невозможно. То есть прямую сопротивляться очень трудно. Поэтому надо сопротивляться не впрямую. Здесь очень важна группа поддержки. У каждого, так сказать, мужчины должна быть группа поддержки из родственников. Конечно, очень настрой родственников, женщин сейчас очень-очень важен, которые просто задают вопросы. А ты уйдешь, а как мы останемся? Ты уйдешь куда? Ты уйдешь там, посмотри, там, что происходит. Просто задавать вопросы и побуждать мужчину пытаться на них отвечать. Второй момент – это то, что действительно распространять информацию об альтернативной службе. У тебя есть возможность. Не надо сопротивляться, ты не уклонист, ты не изгой, ты не против власти, а ты давай реализуй свои конституционные права.
Конституция России дает тебе возможность остаться дома и защищать свою семью. Мгм. Ну и вот это очень тяжелый путь, тут такой кнопочки нету, чтобы нажать или что-то сделать, и ситуация очень, очень сильно изменится. Но вот такая работа — разговаривать, в первую очередь через разговоры и выводить мужчину на какое-то колебание его позиции, что он тупо при получении повестки вдруг у него что-то щелкает в голове, и он забывает про семью, детей, свой дом и свою родину, и идет защищать непонятно что. Какой-то на войну Путин, который развязал непонятно зачем и что. Полезно здесь вот такие, наверное, вещи говорить о смыслах, доводить, что посмотрите, нас же обманывают, нас обманули в очередной раз. Мгм. Путин говорил Да. раньше, что не будет войны, война есть. Путин говорит о том, что не будет мобилизации, мобилизация случилась. Сейчас Путин говорит о том, что надо идти, а почему ты ему до сих пор веришь? Наверное, не надо идти. Кто тебе там ближе, Путин или я? Ну, если от имени родственников, да, это все. Ну, вот это только разговоры, к сожалению, это очень долгий такой процесс, и агитация и пропаганда только так это работает. Ну, как раз наш фонд этим занимается, да, информированием населения, вот это антипропаганда, рассказывать, что белое – это белое, черное – это черное, вроде бы как бы очевидные такие вещи, да, но зачастую люди, особенно подверженные, да, вот этой пропаганде, которая льется там из телевизора, они, конечно, верят и колебаются, иногда не колебаются. Ну, в общем, здесь, конечно, сложная ситуация, но действительно это процесс достаточно долгосрочный. И мы уже с вами больше часа в эфире. Есть ли какой-то вот, скажем так, итог вот нашей беседы, да, или какое-то, может быть, пожелание нашим телезрителям в преддверии вот такого мероприятия, как мобилизация Или весенний призыв, да. или весенний призыв в апреле, да. Ну, наверное, еще раз три таких вещи. То есть первое — не бояться, потому что все эти угрозы, которые говорит власть, они пока, слава богу, не тоталитарны, не тотальны, и применяются тоже очень точечно. То есть таких вот именно репрессий за уклонение, за это даже репрессии по отношению к военнослужащим, которые отказываются от выполнения приказа, отбытия на войну, тоже пока это все точечно идет, это очень немногочисленное количество дел. А сроки, которые есть, они, ну то есть тоже в России это тяжело говорить, но тем не менее это до 3 лет лишения свободы за уклонение, и это обозримые сроки, это 3 года никто не дает. Адвокат поможет справиться и минимизировать это все. То есть я хочу сказать, что сопротивление очень важно. И первое, не надо бояться. Второе, что сопротивление очень важно, наказание не суровое, сопротивление очень-очень важно. И третий момент, что, конечно, отказываться и принимать решения нужно сейчас заранее. То есть основное сопротивление надо делать на гражданке, оставаясь дома, оставаясь гражданином Российской Федерации, не становясь военным, потому что военные сейчас очень-очень в большом, ну, то есть как в колодках находятся, и даже если захотят, то уже мало что могут сделать, и их права фактически не защитить. Вот эти 3 вещи: не бояться, сопротивление работает, и как можно раньше принимать для себя решения, подумать, и останешься ли ты семьей, или ты, так сказать, будешь просто таким деревянным солдатиком Орфин-Джуса. Да. Это надо выбирать заранее. И как можно сделать все возможное и невозможное, чтобы не попасть в военкомат, да, и далее на фронт, то есть на гражданке все это сделать. 90% успеха, как мы часто говорим, зависит от того, как долго вы будете находиться на гражданке, да, то есть в своем городе,
И тогда, конечно же, успех того, что вы, и вероятность того, что вы не погибнете и не станете убийцей, конечно, очень высок. Спасибо вам большое, Сергей. Очень продуктивная беседа. Я надеюсь, что мы сможем как-то убедить наше население не делать тех ошибок, которые были в первой мобилизации. У нас есть теперь некий опыт, пусть печальный, но мы будем делать выводы. И благодарим вас за сегодняшний эфир. Спасибо большое. Спасибо вам тоже. Остаемся на связи. Да, мы будем Если на что, связи. вопросы, да, пишите. Спасибо большое, Сергей, за поддержку. До свидания. До свидания.